исключительный случай, когда за очень короткий период времени борьбы, сопротивления, войны убивают пятерых лидеров этого движения. Джохар Дудаев, избранный президент Аслан Масхадов, Джохара Дудаева, преемник Джохара Дудаева Зелимхан Яндарбиев, избранный президент Аслан Масхадов, его преемники Абдулхалим Садулаев и Докка Умаров. Все эти 5 человек, которые стояли во главе национального освободительного движения и чеченского сопротивления, они были ликвидированы именно системой, которой сегодня руководит Путин. Аслан Масхадов на самом деле до последнего считал, что с ним можно поговорить, договориться и прийти к чему-то. А с моей первой встречи с Казанцевым в 2001 году, как с представителем Путина, я с этого времени знал, что Путин никогда не пойдет на переговоры с Масхадовым. И я эту мысль доводил до Аслана. Но он почему-то считал, что... он исходил из того, что Путин рациональный человек, и он делает какие-то расчеты, что вот то, что сегодня происходит в России, или то, что Путин делает, что это против интересов, против российских интересов. Потому что то, что как в мире складывалась ситуация, Россия была занята исключительно Чечней. А на самом деле происходил передел мира. Россия, как правопреемник СССР, в то время могла бы занимать более жесткую позицию и выгодную позицию вот в этих геополитических даже вопросах, которые происходили в мире. Но так как он был зациклен на Чечне, и остальное как бы игнорировалось. На самом деле, вот если вы помните первое появление в Грузии американцев, когда уже после смены Шеварднадзе на Саакашвили, с этого времени было понятно, что происходит, в каком направлении движется Грузия. И если вы помните, Путин на самом деле в тот момент даже где-то отчасти помог Михаилу Саакашвили. Я скажу относительно, это доказанный факт, это Аджария. На самом деле независимость Аджарии в тот период была намного сильнее, чем попытки стать независимыми в Абхазии. Я следил за этими событиями, и те процессы, которые происходили в Аджарии, они были абсолютно децентрализованные силы, которые отказывались принимать участие в правовых даже вопросах, связанных с Грузией. 9 лет человек Абашидзе не был в Тбилиси, 9 лет он не был. Он напрямую был связан с Лужковым, с Москвой. И просто по звонку Путина Абашидзе забрали. И Аджария стала полноправным субъектом, частью Грузии. И Саакашвили, не Саакашвили, а Путин сказал, когда Саакашвили начал благодарить его за Аджарию, Путин сказал, то же самое мы не сделаем с Абхазией, имейте в виду это. Он так и прервал этот разговор. В большей степени, я думаю, что ему тогда в тот момент было стратегически и неудобно удерживать Аджарию. Это граничит с Турцией все это время. И поэтому они отпустили Аджарию. И мы еще тогда, когда рассуждали по поводу 2008 года, почему так отдали Абхазию и Южную Осетию именно России, потому что вот в тот момент состоялся торг, состоялся обмен. Для Соединенных Штатов Америки, для Азербайджана и для Грузии был очень важен вот этот нефтепровод, который соединял Баку, Тбилиси и Турцию. Для этого нужно было, чтобы этот регион был стабильным. И поэтому Аджарию оставили, а другие регионы уже начали переходить. Путин решил их захватить. Я почему это сейчас все так говорю? Потому что Аслан Масхадов тогда и рассчитывал, что потому что поведение
Путина относительно Грузии и тех процессов, которые происходили, он считал, что точно так же, как с Грузией, можно, что в интересах самой России решить вопрос дипломатическим путем с Чечней. И, естественно, как легитимно избранный президент Аслан Масхадов считал, что вот он может договориться с Путиным и, учитывая все интересы России в этом регионе, в Чеченской республике, на Кавказе, решить эти вопросы. Но Путин не был готов к этому. И это стало ясно, когда я встретился с Казанцевым. Дело в том, что почему я был уверен в том, что Путин никогда не пойдет на переговоры с Асланом Масхадовым. Дело в том, что очень большая разница была между этими двумя личностями и двумя политиками. Путин был просто назначен на должность президента, абсолютно никому неизвестный человек, просто Ельцин озвучил, вот он мой преемник, да? И законно избранный, всенародно избранный президент Масхадов. И Путину всегда мешала его легитимность и то, что он был именно избран народом, и это был признан факт ОБСЕ, это 57 стран. Они признали Масхадова как законно избранного президента. И вот все эти институты, международные институты, и ПАСЕ, и ОБСЕ, и парламентская ассамблея, и Европейский парламент, они всегда говорили, начинайте диалог с Масхадовым, договаривайтесь, разрешите вопрос. И вот поэтому Путин был просто кровно заинтересован избавиться от Масхадова, и он поставил задачу его физически ликвидировать Путина. И он наградил и Патрушева, и тех, кто участвовали в убийстве Аслана Масхадова. На самом деле, мое знакомство с Путиным, с убийцей, с гангстером, из рассказов Александра Литвиненко. Мы с ним встретились в 2000 году первый раз, а так я заочно о нем знал еще с 96 года, когда была задержана Алла Дудаева, и потом, когда уже я тогда работал с помощником по национальной безопасности, секретарем Совета Безопасности, мы выясняли обстоятельства ее задержания и какие мероприятия с ней проводили. И вот тогда всплыла эта фамилия Литвиненко. Хотя он там прослыл не под своим именем, он был Волков. Но мы уже через свои структуры начали выяснять и выяснили, что это был как раз Александр Литвиненко. Кстати, потом 98 год, 98 год я его увидел по телевидению, когда он сделал заявление о том, что ФСБ создала отдел убийств, политических убийств, и что им были заказаны Березовский и ряд других политиков, которые они отказались выполнять этот приказ. И вот третий раз я уже с ним встретился здесь, в Лондоне. В 2000 году у меня была встреча с лордом Джадом, я ехал как раз в Страсбург, и так получилось, что Борис Березовский, он был на связи, и он организовал нашу встречу с Александром Литвиненко. Вот с этого времени пошло наше знакомство. И, естественно, я интересовался, что происходило в России. Он человек был очень общительный, и он, в принципе, его особо не надо было расспрашивать и вытягивать. Он все начинал рассказывать. Для него это было какая-то очень для него важные темы были, потому что он пострадал, он лишился всего, что именно, и он считал, что виновен во всех этих трагедиях и в бедах, и не только его, но и того, что происходит сегодня в России. Он это еще в то время говорил, на самом деле. Еще в те годы говорил, к чему Путин придет, если его не остановить. Во время нашей встречи уже в 2000 году Александр Литвиненко и рассказывал свою встречу, свои контакты с Путиным, как он с ним в первый раз встретился. И когда его назначили директором ФСБ, он пришел к нему, и он изложил схему, что до него происходило, и какие процессы шли в самом КГБ и в тогдашнем ФСК.
Он у него взял все вопросы, все его докладные записки, которые он подготовил, и через месяц или через какое-то время Александра Литвиненко арестовали и посадили в тюрьму. То есть это был результат того, что вот та попытка Литвиненко изменить ситуацию и исправить ситуацию в ФСБ, потому что это уже, он говорит, я понял наконец-то, что я все эти годы служил в террористической организации, он ее так и называл, что я служил в террористической организации, и я думал, что можно что-то исправить. Но когда я ему предложил варианты и изложил схему, как все эти мероприятия проводятся, наркотики, убийства, заказные убийства, политические убийства, все это преступления, которые совершаются от имени государства, именно этой структуры. И он поименно называл людей и отделы, кто зачем стоит, кто за какой группировкой, кто какую группировку преступную крышует, как они зарабатывают, всю эту схему. И как результат Путин отдал приказ, и его посадили. И он дважды судился, суд был 2 раза. Первый суд его освободил, и тут же в зале суда его задержали 2-й раз. В конечном итоге он был вынужден бежать из страны, и он продолжал делать работу. И особенно для него был важен чеченский вопрос, как он сам говорил, что когда были первомайские события, он вел допрос там у молодого парня, чеченца, они задержали 15 лет, 15-16 лет. И когда он спросил, почему он в этом отряде и почему он взял оружие, он говорит, наш весь класс ушел. И говорит, я с этого времени понял, говорит, что мы никогда не выиграем эту войну в Чечне. И он пересмотрел свое отношение и к этим событиям, и ко многим. И, конечно, для него это очень важно было оказаться на стороне справедливости. И он так и говорил, я это делаю не столько ради себя, я это делаю ради своего сына. Я знаю, что пройдет время, пройдут годы, что ему не будет стыдно за своего отца, что происходило в тот период и что они вытворяли с Чечней. И с этого времени я его включил в комиссию. Аслан Мусхадов назначил меня руководителем комиссии, комитета по военным преступлениям, по расследованию военных преступлений. Я включил его в эту группу и Анну Политковскую, которая тоже имела очень серьезную информацию по поводу преступлений, которые совершались в Чечне. Мы часто встречались в Лондоне, обсуждали эти вопросы, кое-какие материалы мы переправляли в нашу прокуратуру. И я думаю, что в большей степени и Анну Политковскую, и Александра Литвиненко и ликвидировали физически из-за их деятельности по отношению к Чечне и работа в этой комиссии. Просто никто об этом не знал. И это, видимо, те, кому нужно было, они знали это. И Саша всегда сам говорил, это было после убийства Анны Политковской, когда он рассказал, у нас был фронтлайн в Лондоне, он проходил вечер, посвященный этому событию. И на вопрос, кто убил Анну Политковскую, Александр Литвиненко и ответил, именно Путин убил, и именно Путин отдал приказ на ликвидацию Анны Политковской. И через месяц, на самом деле, и потом уже ликвидировали и Александр Литвиненко, он был отравлен. Что сейчас сегодня, какая ситуация складывается с Путиным? Все эти вопросы и просчеты, если в первую войну, после первой войны Ельцина была попытка импичмента для Ельцина, именно потому, что он нарушил какие-то внутренние законодательства, он не имел права использовать армию в какой-то войсковой операции, это нужно было делать силами МВД или внутренних войск. А то, что она вообще, это была агрессивная война, депутаты это пытались. А на самом деле, когда это была своего рода операция прикрытия. Чтобы уйти от ответственности за военные преступления, совершенные в Чечне, в России начинается так называемый этот балаган вокруг, было это законно или незаконно. Объявляем импичмент Ельцину.
Таким образом, его выводили из-под удара. В конечном итоге импичмент не состоялся. Но разговоры вокруг этого были, и все, и международные институты, и международное сообщество, все отвлеклись от основной темы, от тех преступлений, которые Ельцин и Россия совершили. Потому что там якобы начали проводить какие-то процедуры, направленные на подтверждение того, что Россия становится правовым государством, где руководствуется принцип верховенства права и верховенства закона. Вот главное вот этот момент был подчеркнуть. Ну, на самом деле, таким образом они и ушли. И потом уже, когда Путин подготовил вторую войну, начало второй военной кампании, уже всем было понятно. Хотя, видимо, не все поняли. Нам было понятно. И, естественно, и были те, которые в России понимали, что происходит. Но их было очень мало. Ну, просто очень мало. Несколько человек. И вот сегодня мы пришли к тому, что имеет. Потому что Путин подвел, вот начиная с этого времени, с 98-м они приняли закон по борьбе с международным терроризмом. В 99-м были взорваны дома в Москве, Волгодонске, Буйнакске. И вот в соответствии с этим законом они уже объявили контртеррористическую операцию на Северном Кавказе. Взорвали дома, и следующим этапом, чтобы развязать войну в Чечне, под предлогом контртеррористической операции на Северном Кавказе и начали войну. После этого, когда появились те, которые не согласны, убийство Зелимхана Яндарбиева, 2004 год, убийство Зелимхана Яндарбиева, тогда убийцы и те, которые совершили покушение, да, Путин и Россия их забрали, но они это делали тайно и скрытно. И тогда же, в 2004 году, когда я комментировал эти события, я говорил о том, я был в Катаре, был суд, их приговорили к высшей мере наказания, 25 лет по их законам было. Ну, через какое-то время их освободили. И у нас была информация, что Путин их встречал, награждал. Я сказал, что в следующий раз, когда были уже приняты законы в 2006 году, уравнивающие любого критика врагам, террористу и экстремисту, и второй закон, зачисляющий врагов террористов, экстремистов и террористов, врагов российского государства. И закон, который позволял российским спецслужбам ликвидировать врагов государства, где бы они ни находились. И вот когда была у нас пресс-конференция в Палате лордов, Буковский, Андрей, Александр, мы тогда сделали заявление о том, что вот в следующий раз Путин своих убийц будет встречать у трапа и награждать их публично и открыто. И потом, пройдя несколько лет, после 10 лет, по-моему, 10-15 лет, мы видели, как Путин встречал у трапа человека, который совершил убийство и был приговорен пожизненно в Германии, находился Красиков, который совершил в Берлине. Ну, он ситуацию подвел так, что он, во-первых, по внутренним каким-то законам узаконивал все свои преступные деяния, которые он делал. Наверное, исходя из этого, кто-то рассчитывает, что есть какая-то рациональность в Путине. Да, его рациональность, она направлена именно на то, чтобы он как преступник, как маньяк, чтобы он прогрессировал в этом направлении. Он законы подводит под это. Саша рассказывал, ну, я думаю, сейчас недавно кто-то комментировал, пытался, вот как отдаются приказы. Приказы Путин не отдает. Путин просто делает намеки. Ну, допустим, он говорит, вот Путин скажет, сколько я буду слышать имя Анны Политковской? До каких пор я должен слышать это имя? После ее каких-то очередных расследований, статьи, заметки, которые она... И вот точно так же, видимо, он сказал Патрушеву, что сколько я буду слушать Литвиненко. И после этого, это была последняя статья, которая вышла вот в этом отношении относительно Путина. И его, на самом деле, после этого и отравили. Я об этом говорил, вот его способы ликвидации своих противников, какие методы он использует. Вот относительно женщины, Анна Политковская,
Ну, на самом деле, беззащитная, слабая женщина. Вы можете себе представить тот ужас, который она пережила в момент, когда она заходила в подъезд, и в лицо ей выстрелили. Это вот ужас, который она пережила, женщина. Александр Литвиненко, мужчина, человек с достоинством, который... Он в какой ситуации и как он умер. Вот то, что он переживал вот эти 20 дней после этого отравления, невероятное страдание и унижение, унизительная ситуация, он не владел вообще никак. Он просто, это был живой труп, но он был в сознании. И он так публично, в прямом эфире этот человек умирал. В прямом эфире человек умирал. И Путин все эти дни просто наслаждался тем, что происходит в University Hospital в Лондоне, где он умирал. Или вопрос возьмем с Асланом Масхадовым, убийство Аслана Масхадова. Когда бросили его тело, полуголое лежало, и они вокруг него ходили. Абдулхаким Садулаев, которого тоже вытащили полуголого, там начали с него одежду стягивать. Они получали какое-то удовольствие от всего этого. И с Березовским. Березовский же, вот я был в этом доме, если поверить версии, там столько мест было, где человек мог бы повеситься. Но он почему-то повесился в ванной. Вы помните выражение Путина: мы будем мочить всех в сортире. В сортире поймаем и там замочим. Это был вот такой намек, который еще с того периода, когда они его уговаривали, пытались перетянуть на свою сторону, предлагали много вариантов. Но в конечном итоге они его так демонстративно показали убитого в сортире, в ванной комнате, рядом с унитазом он лежал. Это вот эти проявления и вот эти методы, которые Путин использует вот для ликвидации своих оппонентов, противников, политических оппонентов. Анна, последний раз, когда мы встречались в Лондоне, я ей сказал, чтобы она не уезжала. Дело в том, что как складывалась ситуация на Западе. На Западе были 3 человека, которые говорили о чеченской теме. Это Путин, это Анна Политковская и я. То, что я говорил, я являлся стороной конфликта. Я мог быть необъективным, относиться предвзято. А Анна Политковская в этом отношении, она была объективна, и поэтому ее слушали, и с ней встречались, и рассуждали, обсуждали эти вопросы, и Путину она мешала уже здесь, на Западе. Да, она могла не влиять на быдло населения, которое Путин подпитывал самыми низменными инстинктами, да, замочим в сортире, вставай, страна огромная, мы не поддадимся. А здесь, на Западе, она была намного убедительнее здесь, чем Путин, который пытался оправдывать свои преступления. Она говорила о тех преступлениях, которые совершаются в Чечне. Еврейка, женщина, журналистка, которая говорит на тему, что происходит и что Путин делает в Чечне. И кто такой Рамзан Кадыров, и кто такой старший Кадыров, и вот вся эта банда, которая вокруг Путина начала собираться. Естественно, она ему мешала здесь, на Западе. Он был прав, когда он говорил, может, ее статьи, заметки не влияли в России, но здесь она очень серьезно влияла и являлась очень сильным оппонентом Путина на Западе. Поэтому он ее и ликвидировал. Вопрос психотипа или вот Путина, тяжелое детство, человек, который вошел, во-первых, он пошел в структуры. Именно вы его историю знаете по Грузии, да? Это человек, который на какое-то время ребенком находился в Грузии. Над ним издевались дети. Когда его куда-то перевезли, естественно, он был слабый, хилый, и он был обиженный.
И для того, чтобы защитить себя, во-первых, он начал заниматься спортом, и в последующем, если и это ему не помогло, он решил пойти в КГБ. Это человек, который прикрывается вот удостоверением. Да? И это Александр, кстати, тоже очень хорошо объяснял, почему он был там и почему он работал в этой системе. И те, которые называли его там мокрушником, сортирным мокрушником. Вот когда он был еще не президентом, но он занимался в мэрии вот этими махинациями. Вот в этом бандитском Петербурге, когда он являлся и решал какие-то вопросы, конечно, он был всегда подвержен, и у него заложено постоянно пытаться выжить и прятаться за кем-то, чтобы вот кто-то, это Собчак или вот эти братья, которые вокруг него собиралась команда вот это дзюдоистов, когда они начали зарабатывать большие деньги. Я думаю, что его позиция и его поведение, вот то, что вот буквально, вот то, что сейчас произошло недавно, да, если недели 2-3 назад он говорил, что еще пока мы не достигнем своих целей и окончательно не добьемся тех задач, которые поставлены перед СВО, мы будем продолжать. Как только Трамп сделал одно заявление, что когда он ему сказал «успокойся и заканчивай войну», и через буквально час-два он сказал, мы уже закончили, мы достигли основных, решили все основные задачи, и сейчас мы можем разговаривать с Трампом. Вот это и есть Путин. Вот до тех пор, пока он не получит по носу, он мачо. Но как только он получает удар, или как только он почувствует, что он может получить удар, вот там он и спустился, и сдулся. Как он расправлялся над своими политическими оппонентами. Борис Немцов тоже, конечно, уже в последние годы он реально являлся оппонентом Путину, и его на Западе принимали. И было принято решение о ликвидации Каспарова и Немцова, физической ликвидации, и посадить в тюрьму Навального и Удальцова. Кстати, я в своей книге об этом писал. Вот как раз когда мы получили эту информацию, мы ее получили из ближайшего окружения Кадырова, который получил заказ на убийство, на ликвидацию Немцова и Каспарова. Вот когда эту информацию мы получили, я связался через Ивара Эмунсона с Пьянковским. И он прилетел, и потом вместе с ним приехал и Борис Немцов. Мы встречались в Осло. Мы рассказали, как, что происходит. Он на самом деле, Гарри Каспарова не было, с ним был Немцов и Пьянковский. Он сначала не поверил, он отнесся к этому, он тогда был, видимо, он не допускал это. Потом на второй день, когда мы уже разъехались, они мне позвонили и сказали: Ахмед, спасибо, только что Путин подтвердил все, что ты вчера сказал. Все, что вчера. А что, оказывается, произошло? Он выступал на каком-то мероприятии, Путин выступал предвыборное какое-то мероприятие, и он сказал: вот на Западе ищут сакральную жертву среди оппозиционеров, которые хотят грохнуть, ликвидировать, и потом свалить это на нас и на меня. Вот это он своим текстом сказал. Но на самом деле эта операция готовилась. Они готовились его ликвидировать. И, естественно, Гарри Каспаров после этого больше не вернулся в Россию. Он с этого времени остался на Западе. Гарри Кимович это знает. Он с этого времени остался на Западе. А Борис вернулся. И там он сделал заявление, сказал, что мы знаем это самое, что есть информация, если что-то с нами произойдет. Потом Путина избрали. Почему не в 2012 году ликвидировали? Знаете, Удальцова посадили, Навального тоже, за ним был кейс, и посадили его. А Немцова не убивали, потому что в 2012 году Путин переизбрался. Ему нужно было налаживать отношения с Западом. Он не мог сразу пойти на такое громкое убийство. Они это дело отложили до 2015 года. 2014 год агрессия в Украине, 15 год, 14 по 15 Немцов
активно работает с западными политиками, он определяет секториальные санкции, которые необходимо применить против Путина. И в этой ситуации, когда уже Путину было понятно, что с Западом ему уже все, разрыв произошел, настолько серьезный разрыв произошел, что от этого ничего не изменится. И они дали отмашку и ликвидировали Бориса Немцова. Это по прямому приказу и по указанию Путина был убит Борис Немцов. Ну, наверное, в истории национально-освободительного движения нет, это исключительный случай, когда за очень короткий период времени борьбы, сопротивления, войны убивают пятерых лидеров этого движения. Джохар Дудаев, избранный президент Аслан Масхадов, Джохара Дудаева, преемник Джохара Дудаева Зелимхан Яндарбиев, избранный президент Аслан Масхадов, его преемники Абдулхалим Садулаев и Докка Умаров. Все эти 5 человек, которые стояли во главе национального освободительного движения и чеченского сопротивления, они были ликвидированы именно системой, которой сегодня руководит Путин. И эта система сегодня управляет на самом деле Россией. Когда я говорю, что я противник того, чтобы персонифицировали, я на самом деле исключительно уверен в том, что это так и есть. Это есть система, которая сегодня существует. Путин является только исполнителем воли этой системы. И от того, что завтра Путина не станет или его ликвидируют, ничего не изменится. Когда мне начинают говорить про персонифицирую проблему, наша проблема, она связана с Российской империей. Я имею в виду, я могу говорить только за чеченцев. Начиная еще со времен царя Гороха, как только Россия в результате экспансии продвинулась на Кавказ, с этого времени мы имеем дело с Россией, с Российской империей. И Путина в помине не было, когда Кавказскую войну 60% чеченского населения было уничтожено. 1944 год 50% чеченского населения было ликвидировано, уничтожено. Сегодняшний период, псевдодемократическая Россия, Российская империя, более 300 тысяч убитых. Путин участвует только в последнем плане. И до тех пор, пока она, как империя, будет существовать, она будет представлять угрозу для всех. Если мы 30 лет назад чеченцы являлись первыми жертвами этой агрессивной политики, имперской политики России, то в последующем уже другие народы, да, и Грузия, и Молдавия, и сегодня Украина. И сегодня Путин уже, когда развязывал агрессию против Украины, он-то недвусмысленно объявил о том, что чтобы вернуться к границам 1992 года. Все. Если сегодня Украину сдадут, безусловно, следующими будут уже европейские страны. И поэтому для нас сегодня важно не персонифицировать проблему, а осознавать реальности. Вот пока существует Российская империя, Путины не переведутся. Вот это быдло населения, оно всегда будет востребовано, Путины будут всегда востребованы для этого населения. И поэтому нужно заканчивать сейчас и на этом этапе с Российской империей. И на этом месте должны создаться какие-то другие государственные образования, Россия должна трансформироваться. И только таким образом может разрушить эту систему, которая порождает Путиных и ведут эти агрессивные войны.